Разговор с психологом – это всегда небольшая исповедь. Раскрывая наболевшее и сокровенное, хочется быть уверенным, что человеку напротив тебя или на том конце провода можно полностью доверять. Дистанционная помощь в любовных делах для жителей Коми в новинку. И чтобы понять, как она работает и насколько она безопасна в плане конфиденциальности, мы решили провести небольшой эксперимент. Прямо сейчас я с мобильного телефона позвоню на горячую линию и попытаюсь, как обычный житель, получить помощь. Здравствуйте, это горячая линия «Любовь внутри нас». Да. Здравствуйте, я бы хотела получить психологическую помощь, это очень важно для меня сейчас. Скажите, вы специализируетесь на проблемах личного характера? Возможно, вы уже оказывали кому-то помощь? Есть у вас опыт в решении подобных проблем? Да, конечно, есть. Но телефон доверия – это, в принципе, это государственное учреждение. Но можно узнать, в чем конкретно заключается ваша проблема? Да, так получилось, что совсем недавно я рассталась с молодым человеком, и вот сегодня мне очень тяжело, особенно в этот день, в день всех влюбленных. Чувства вот еще сильны, и боль еще все-таки есть. Да. В принципе, в такой ситуации, если вас это не устраивает, вы хотите уже выйти из этих отношений, поменять, то по шажкам надо делать какие-то движения, то есть сходить в спортзал, заняться тем, что вам нравится. Возможно, не сегодня, но в какой-то другой день встретиться с друзьями. Не зацикливаться на этой ситуации. Все, спасибо вам большое за помощь. Спасибо. Рассказывать подробности своей личной жизни психологу по телефону или не рассказывать, решать, конечно, вам. Но лично на меня этот разговор произвел приятное впечатление. Если глобальную проблему за столь короткий разговор решить невозможно, то получить эмоциональную разрядку вполне реально. Евгения Кладкевич, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.